Добрый вечер, вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский, снова здесь, в этой студии, для того, чтобы вам рассказать о самом важном, интересном, а порой и забавном из того, что произошло за последние несколько дней на нашей планете. Начну я сегодня, наверное, с самой главной международной новости, который, наверняка еще будет каким-то образом, да даже вполне понятно, каким образом влиять на происходящее и в Украине, и вокруг нее. Итак, в очередной раз поговорил президент США Джо Байден с товарищем Путиным. Не знаю, мне он не товарищ, кому-то он наверняка товарищ. Что здесь нужно отметить? Во-первых, конечно же, нужно отметить, что это далеко не первый такой разговор. Мы можем вспомнить, летом была очная встреча, когда два этих человека встречались в Женеве, в Швейцарии, и за закрытыми дверями в течение нескольких часов говорили друг с другом. Кроме того, было еще несколько телефонных разговоров, в ходе которых обсуждалось в том числе Украина, в том числе Беларусь, и в том числе хакерские атаки со стороны России на самые разные учреждения, институции внутри США. Начиная от вмешательства в американские выборы, и заканчивая продолжающимися какими-то попытками куда-то, россиян влезть в чьи-то почтовые ящики, взломать чьи-то коды. То есть все это продолжается. А вот именно этот разговор, который состоялся на этой неделе, конечно же, это было понятно, и было понятно по всему происходящему вокруг. В первую очередь был посвящен ситуации в Украине и вокруг нее. Почему это было понятно? Потому что как раз незадолго до этих переговоров, незадолго до этого видеозвонка не встречались лично два этих человека. Президент Джо Байден находился у себя в Белом доме. Я так подозреваю, в Белом доме, потому что у него насыщенная была программа. Скорее всего, он успел вернуться. Например, он был на мемориале, посвященном атаке на Перл-Харбор. Я про Перл-Харбор сегодня отдельно расскажу. А Путин находился где-то там у себя в бункере, и они разговаривали с помощью закрытой системы видеосвязи. Закрытая — это значит, что никто, кроме тех людей, которые туда официально подключены, доступа не имеет, и поэтому ожидать, что произойдут какие-то сливы, как это принято говорить, информации, что кто-то смог устроить какую-то врезку в этот закрытый канал связи и подсмотреть или послушать, о чем говорили два человека, этого ожидать, скорее всего, не стоит. Так вот, что же, собственно говоря, произошло? Почему мы можем со стопроцентной уверенностью говорить, что большая часть этого разговора была посвящена Украине? Произошло следующее. Путин в очередной раз нагнал огромное количество военных, техники, этого пушечного мяса своего к границам Украины и на оккупированные украинские территории. Вот как сообщали западные разведки и как сообщает уже украинская разведка, число российских военнослужащих расквартированных на каких-то этих базах временного пребывания на территории России со стороны Харьковской области, со стороны Черниговской, тех областей, которые граничат с Россией, и в оккупированном Крыму, общая численность этих вооруженных сил российских скопленных там 175 тысяч человек. Это только живая сила. Есть еще танки, есть еще бронемашины, есть еще авиация, и в общем, наверняка еще и флот где-нибудь вокруг оккупированного Крыма тоже плавает, никуда он, собственно говоря, не делся. И, наверное, у многих был бы соблазн предположить, что, собственно говоря, это все сделал Путин для того, чтобы вынудить Байдена поговорить, что это он собрал эти массы оружия и массы своего пушечного мяса вблизи Украины или на оккупированных украинских территориях для того, чтобы продемонстрировать, пробить в грудину Байдену и сказать: давай, говори со мной, или я все это сейчас пущу в дело и накинусь на Украину со всеми своими, гопническими армиями. Но это не совсем так, утверждать так, это несколько противоречит истине. Почему? Потому что как раз на летней встрече в Женеве, я так понимаю, что это либо по инициативе самого Байдена, либо по согласованию Байдена с Путиным было озвучено Белым домом следующее, что стороны договорились, что диалог продолжится, и по истечении примерно полугодового периода
вновь два этих человека, я избегаю называть Путина президентом по той простой причине, что, конечно же, он узурпатор, конечно же, его реальные полномочия закончились давным-давно, и начиная с 2008 года он, по большому счету, выступает в роли человека, который, просто захватил власть и продолжает ее удерживать незаконным способом. Поэтому я не говорю два президента. Есть президент Джо Байден и есть человек, который рассказывает, что он президент России Владимир Путин. Так вот, собственно говоря, сейчас этот разговор в видеоформате прошел, в рамках тех самых договоренностей, озвученных после встречи в Женеве. И, собственно, вряд ли бы каким-то образом какие-то там военные приготовления Путина ускорили или, наоборот, замедлили процесс подготовки этого разговора. Другой вопрос, что собственно, эти военные, эта техника могли быть использованы Путиным в разговоре с Джо Байденом как такой козырь. То есть он мог ему рассказать: смотри, у меня же все готово уже, давай соглашайся на мои предложения, иначе я пущу все это свое пушечное мясо в ход. Давай, иди мне навстречу, иначе будет большущая война, будет много крови. Кстати, вот судя по тем сообщениям, которые есть вот из официальных источников в Кремле и в Белом доме, стороны, например, обсуждали совместное участие во Второй мировой войне. В каком ключе они это обсуждали, нам не сообщается, но я вполне могу себе представить, что там Путин говорил Байдену, типа, помнишь, значит, Америка-то с Союзом вместе были на одной стороне во время Второй мировой, а сейчас что, нам по разные стороны быть? Намекая, наверное, на то, что Путин готов повторить какие-нибудь кровавые подвиги Гитлера, совершенные им в ходе Второй мировой, и убийство мирного населения, и захват территорий других стран и массовый геноцид. Но вот, собственно говоря, Владимиру Владимировичу все это не чуждо. Все эти мерзости ему близки, ему дороги. Он регулярно их исполняет то в Крыму, то на Донбассе, то в оккупированной части Грузии, то где-нибудь, то в Солсбери кого-нибудь отравляет, собственно, этим самым новичком. Поэтому, здесь ничего другого от него никто не ожидал. Реакция, кстати, достаточно сдержанная, если посмотреть на то, что говорят по итогам этих переговоров и американская сторона, и российская сторона, мы не видим там никаких вот таких монументальных сдвигов. Хотя, в принципе, наверное, не стоит ожидать таких монументальных сдвигов. Они редко очень происходят после одного лишь двухчасового разговора двух людей, пускай и занимающих. Здесь второй вопрос, законно или незаконно, если мы о Путине говорим, высшие должности в своих государствах. Важно вот еще что, как мне кажется, отметить. Мы вот теперь прекрасно понимаем, что в голове у Путина. Не то, что мы раньше это не понимали, но вот сейчас они в очередной раз сами об этом говорят, я имею в виду Кремль, о том, что Путин в очередной раз при разговоре с Байденом подчеркнул, что ждет от Соединенных Штатов Америки и вообще от западного мира гарантии того, что Украина не войдет в НАТО. Ждет гарантии, что Украина будет где-то в стороне и никогда, ни при каких условиях не станет членом Североатлантического альянса. И вот это прямое доказательство того, что Путин не мыслит и не видит Украину как отдельное независимое государство. Для него Украина – это некое такое вассальное образование, которое в 2014 году взбунтовалось, и вот он теперь это вассальное образование пытается вернуть назад под свой контроль, а это вассальное образование еще и зовет другого хозяина и говорит: помоги мне, какого-нибудь натовца, и говорит: помоги мне отбиться от моего предыдущего хозяина. На самом деле он действительно не мыслит об Украине как об отдельной суверенной стране, которая сама может принимать решение, вступать или не вступать в НАТО, которая сама может принимать, интегрироваться ей в этот безумный таможенный союз, в котором там какие-нибудь креветки белорусские продаются, непонятно откуда взявшиеся, и где Путин выкручивает руки, вернее, там его архаровцы выкручивают руки по какой-то глупости, попавшим в этот же таежный союз Центральноазиатским республикам, или идти Украине все-таки в Евросоюз с понятными правилами, с работающими институциями, без вот этого
безумного, абсолютно фашистского культа единого вождя. Ну и в общем, Украина свой выбор-то понятно, что уже сделала, но Путин не верит, что этот выбор окончательный и что этот выбор самостоятельный. И он требует от Америки дать гарантии того, что, собственно говоря, НАТО в Украине не будет ни в каком виде. То есть и Украина не войдет в НАТО, и там не появятся какие-то серьезные, настоящие, не там, а здесь у нас в Украине, не появятся серьезные, настоящие натовские соединения и натовское оружие. Вот плохая новость заключается в том, что Путин, а он все-таки главнокомандующий, как ни крути, в этой страны бензоколонки безумной. Вот плохая новость заключается в том, что Путин не понимает, что Украина давно самостоятельная страна и не будет никогда, ни при каких условиях вот таким вассальным, подчиненным образованием Российской Федерации. Все, это пройденный исторический этап. Об этом можно забыть. Вот Янукович попытался подсунуть, сделать из Украины вот такую вот подстилку для России. Все это для Януковича закончилось очень плохо, и Украина окончательно вышла из этих объятий людоедского русского мира, из этих безумных каких-то клещей, в которые ее пытались затащить, и идет в сторону Европы. Вот плохая новость, что Путин этого не понимает. Хорошая новость заключается в том, что Джо Байден вообще в гробу видел все эти красные линии, которые чертит Путин. Он прямым текстом, и он об этом сказал, и потом уже после этого разговора по видеосвязи примерно тоже рассказал и его советник по национальной безопасности. Они оба говорят о том, что, слушайте, мы не можем принимать решение, вступать Украине в НАТО или не вступать. Мы здесь не распоряжаемся. Собственно, эта Украина сама вольна принимать такие решения или не принимать такие решения. Напомню, что Украина приняла такое решение. У нас в Конституции утвержден на курс на членство в НАТО и в Евросоюзе. Больше того, важно вот еще что. Уставные документы самого НАТО, самого Североатлантического альянса, появившегося в конце 40-х годов для противостояния как раз-таки угрозы со стороны России, со стороны тогда еще Советского Союза, но понятно, кто там играл первую скрипку. Так вот, 10 глава, по-моему, 10 глава Устава НАТО, она прямо гласит, что стать членом организации может любая европейская страна, которая привержена стандартам, ценностям и принципам Альянса и готова внести в свой вклад в обеспечение в евроатлантической стабильности. И почему-то вот теперь Путин говорит, любая страна, ну что, хочет, чтобы пересмотрели этот устав и включили любая страна, кроме Украины, или там, кроме Украины и Грузии, потому что по Грузии тоже Путин какие-то красные линии рисует. Ну, такого никогда не будет. Ну, вот еще такой очень показательный момент, чтобы просто было понятно, в каком мире, в каких вообще ощущениях существует Путин, и, судя по всему, не только он, а все те люди, которые отвечают за проводимую Москвой политику. Есть у них такое стойкое ощущение, что Запад страшно обманул Москву еще там во времена перестройки, что Запад взял и коварно пришел, значит, на рубежи, вот подобрался к рубежам Российской Федерации и продолжает подбираться дальше, вопреки некому какому-то данному обещанию, что говорится о том, и это, в общем, очень распространенное явление, Путин чуть ли не открытым текстом об этом говорит, а уж его окружение об этом пишет бесконечные колонки, какие-то программы снимает, какие-то безумные конспирологические фильмы. Конспирология сводится к тому, что в 89-90 годах, когда шли переговоры между советским руководством и руководством западных стран об объединении Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики в одну большую Германию, то есть о поглощении Западной Германии, Восточной Германии, которая находилась под колпаком. Так вот, якобы в обмен на согласие Советского Союза отдать из-под своего контроля ГДР и передать ее, присоединиться к ФРГ. Так вот, якобы Запад в лице и западно-германского руководства, и американского руководства, и руководства НАТО пообещали Москве, что не будет расширения НАТО на восток, что мы у вас только ГДР возьмем, а дальше типа вот все, дальше не пойдем. И не будем там смотреть ни на страны Балтии, ни на Польшу, и уж тем более не будем никогда смотреть ни на Россию, ни на Украину, ни
не на Грузию, например. Но тут вот самое главное во всей этой истории, то, что это от начала до конца выдумка. То есть эта история, судя по всему, там какое-то количество лет назад была выдумана кремлевскими политтехнологами для оправдания каких-то своих агрессивных действий. Что в Грузии, что в Украине, что где-то вообще там за границами постсоветского пространства. А почему эта история выдумка? Ну, потому что ей реально нет никаких подтверждений. Нет никаких документов, в которых стояли бы подписи. Да, например, там, Эдуарда Шеварднадзе, который был министром иностранных дел Советского Союза и вел от лица советского правительства переговоры об объединении Германии. Нет таких документов, где там обещали бы не расширять НАТО на восток, и здесь бы стояла там подпись там, канцлера правительства Германии или генсека тогдашнего ООН, а с другой стороны подпись Шеварднадзе. Такой бумаги нет, и ее в природе не существует, потому что если бы она была, ее бы, конечно, уже давно продемонстрировали. Еще больше того, я, когда вот в очередной раз услышал, что Путин ждет обещаний того, что НАТО не пойдет двигаться, значит, дальше продолжать на восток, и что это должно быть, потому что были когда-то такие даны нам обещания, нас вот обманули. Так вот, я полез искать, что же нам об этом скажет первоисточник, тот человек, который возглавлял Советский Союз и, более того, тоже вместе с Шеварднадзе участвовал в этих самых переговорах об объединении Германии. Этот человек, Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент Советского Союза и генсек Коммунистической партии Советского Союза. И он еще в 2014 году дал интервью, его, кстати, легко можно найти, на английском языке оно опубликовано, на максимально сейчас помоечном пропагандистском ресурсе, который называется Russia Beyond, тогда он назывался Russia Beyond the Headlines. Я так понимаю, что тогда он, если и был в 2014 году таким пропагандистским, он был такой более-менее умеренный ресурс. Сейчас это, абсолютно киселевщина такая, с соловьевщиной, разлюли малина, прекрасный Путин, вообще самый лучший, все остальные дураки и враги. И, кстати, вот когда я говорю киселевщина, я вот прям ничего здесь даже не преувеличиваю. Ныне, по крайней мере, сейчас адрес, указанный на сайте этого самого ресурса Russia Beyond, адрес расположения редакции, это адрес той самой РИА Новости, этой гигантской, просто копошащейся, вонючей пропагандистской помойки, которую возглавляет как раз тот самый Киселев. То есть они вместе под одной крышей сидят. Так вот, возвращаясь к интервью, просто сейчас я объяснил, где оно опубликовано, даже этот ресурс ничего не поправил и вот опубликовал так, как Горбачев сказал. И там в какой-то момент, собственно говоря, корреспондент этого агентства или, как еще не знаю, этого ресурса, спрашивает у Горбачева, а что же там, собственно говоря, с обещанием не расширять НАТО на восток, которое было вам дано там в 89-м или в 90-м году? На что Горбачев отвечает. И, повторюсь, это легко можно найти. Я сейчас дословно цитировать не буду, но вот так близко к тексту попробую воспроизвести. Он говорит, никогда вопрос расширения НАТО на восток не поднимался в ходе этих самых переговоров с Западом об объединении двух Германий. Никогда не стоял он на повестке дня и после того, как две Германии объединились, и вот распался уже соцлагерь, вот эти вот так называемые страны Варшавского договора расползлись каждая в свою ячейку подальше от Кремля. Более того, Горбачев говорит, что и представители восточноевропейских стран, и представители западных стран никогда в ходе тех переговоров, в которых принимал участие Горбачев, не поднимали этот вопрос. То есть вот нынешняя российская внешняя политика, агрессивная, гадкая, абсолютно бандитская политика строится на таком представлении, что нас обидели, нас обманули. Но это представление абсолютно вымышленное. То есть вся идеология Кремля
она строится, это какой-то замок на песке. Это абсолютно не имеющая под собой никакой основы бредятина, которую политтехнологи придумали, подсунули, значит, вот этим вот людям, которые считают себя большими важными начальниками, главными руководителями, и сами политтехнологи, в конце концов, в это поверили. И те, кому они это подсунули, в это поверили. Но что самое плохое во всей этой истории, в это поверили еще и некоторые западные лидеры. Ну, я так понимаю, что не просто так. Но вряд ли бы там Эммануэль Макрон, например, взял бы и начал верить в эту теорию заговоров. Наверняка его где-то там, там клевали в темечко какой-нибудь Путин или какие-нибудь из его советников во время каких-нибудь встреч или во время каких-нибудь телефонных разговоров. Но в итоге прилюдно в 2018 году Макрон в Питере, в Санкт-Петербурге, приехав туда на экономический форум, сказал, что ну вот у нас тут есть недопонимание между нашими, значит, частями света, между Россией и Западом. И это недопонимание во многом, наверное, объясняется тем, что мы, как Запад, как вот эта вот коллективная общность демократических государств, не смогли сдержать данные нами обещания. И вот 20 лет мы типа эти обещания нарушаем. То есть даже Макрона хотя бы отчасти, но заставили поверить в этот самый бред. Даже он не избежал участи быть вовлеченным вот в эту вот безумную абсолютно конспирологию. Ну, да, давайте сейчас вернемся еще к переговорам Путина и Байдена, и потом уже пойдем дальше. Есть еще, конечно, ряд моментов, ряд вещей, на которые надо обратить внимание. Для Путина важный, конечно, момент – это переговоры с Байденом. Почему? Потому что он же прекрасно понимает, что он самозванец. Он же прекрасно понимает, что он абсолютно случайно оказался на этом месте, что какие-то там ниточки тайных переговоров, интриг внутри ельцинской семьи привели его на самый верх, и что никогда бы он в жизни не смог бы построить карьеру от заведующего клубом в той самой Восточной Германии, который где-то там тихонечко чем-то форцевал, а где-то какие-то схемы преступные организовывал для того, чтобы там какую-нибудь квартиру поиметь или там в «Жигули» привезти. Вот никогда бы такой человек не смог бы дорасти до поста президента страны, что... Так не делаются карьеры политические. Его выбрал как глупого, как управляемого, как зависимого персонажа, на которого были вагонные компроматы. Скорее всего, выбрал Борис Березовский, привел его в семью и сказал, ребят, смотрите, ставим его, он дурачок, он замазан в самых разных схемах, поэтому он сильно против нас переть не будет. Поэтому давайте сделаем его президентом и будем дальше спокойно обстряпывать все те наши схемы, которые у нас работают. И Путин в свойственной КГБшнику манере, конечно же, всех потихонечку кинул, всех потихонечку убрал. Где-то этот компромат на себя скопленный, наверное, уничтожил. Где-то смог его обратить на свою, себе на пользу. А такой сплошь и рядом бывает. Вон у россиян, я помню, спрашивали, а как вы относитесь к тому, что украденные у вас деньги идут на строительство какого-то безумного, абсолютно однопутинского санатория, то есть санаторий для одного единственного Путина, там в Геленджике. Это какой-то просто там, я не знаю, Тадж-Махал построили, какие-то безумные бабки вложены. И россияне говорят, да ему положено, он же такой царь, он же должен быть таким. То есть он даже там серьезные коррупционные обвинения против себя умудряется повернуть на свою пользу. Так вот, такому человеку разговор, как он это подает, на равных с президентом Америки, который долго, упорно, шаг за шагом строил политическую карьеру, с человеком, который... прошел все ступеньки административные, не перепрыгивал, никакой Березовский, никакой Сорос, не к ночи будут помянуты оба, потому что их почему-то часто совершенно несправедливо используют для оправдания всяких конспирологий. Ему не помогали в любом случае. Он всего добился сам, до всего дошел сам. И вот когда Путин с явным синдромом самозванца, помноженным на синдром мессии, потому что он-то с одной стороны, понимаешь, что он оказался на этом месте случайно, но при этом его там наверняка такой грызет маленький червячок, который ему доказывает, нет случайности, не случайно, ничего просто так не бывает. Ты здесь оказался, потому что так провидение, так там небеса решили, ты дан здесь, поставлен здесь, царите править. То есть, он, с одной стороны, он такой мессианский, у него явное представление, он ведет себя как такой барин, который все знает, все решает, по щелчку пальцев там солнце опускает или поднимает за горизонт.
А с другой стороны, он абсолютно точно знает, что он когда-то выбился с роли шестерки Березовского, что если бы не вот эти вот тайные ниточки, которые подергали, он бы никогда в жизни не стал тем, кем он стал. Поэтому ему нужно все время утверждаться в этом статусе. Ему нужно все время подтверждать, что он вхож в эти высшие круги западного общества. С ним готовы разговаривать не только там такие же узурпаторы, как он, типа Ким Чен Ына или Башара Асада. С ним готовы, могут и хотят разговаривать там президенты Соединенных Штатов Америки, Франции, глава правительства Германии, глава правительства Великобритании и так далее, и так далее, и так далее. Для него это очень важно. Это его каким-то образом его утверждает в этом статусе, дает ему почувствовать, что он все-таки не до конца, наверное, самозванец, что что-то в нем еще такое есть. Но это никак на самом деле не справляет ситуацию. И как мне кажется, Байден это очень хорошо понимает. Байден понимает, с кем он имеет дело. Он прекрасно понимает, что Путин мало чем отличается от какого-нибудь того же самого Ким Чен Ына, которому власть досталась по наследству. Или от какого-нибудь там Иди Амина, который взял и просто жестокостью, бесконечной наглостью и жадностью прогрыз себе путь на самый верх. Нет, в России не было правил и культуры политической борьбы. Никогда не было реальной конкуренции. Может, в 96-м году была реальная конкуренция, когда Зюганов мог победить на президентских выборах, но тогда были включены все рычаги административные для того, чтобы этого не произошло. И этого и не произошло. И с тех пор, собственно говоря, в России нет вообще никакой культуры политической конкуренции. Даже на каком-то там низовом уровне все максимально зачищено, все максимально подчинено одному вот этому самому глупенькому, серенькому человечку. Но заканчивая историю этих самых переговоров, можно, наверное, сейчас предположить, что какой-то скорой эскалации конфликта не будет. И когда там люди начинают, какие-нибудь экономисты, аналитики говорить о том, что да нет, смотрите, там Путину так дорого держать эти 175 тысяч людей на границе, это же снабжение, это же, значит, и солярку сжечь, и, значит, эшелоны сопровождения выстраивать, это все, типа, страшно дорого. Да, Путину плевать на эти деньги. Он отберет еще у пенсионеров сколько захочет, он отберет еще там у бюджетников сколько захочет. Народ с 2014 года прощает все. Он это понял. Путин это реально понял. С 2014 года в России в реальном выражении не растет зарплата, не растет уровень жизни. Это при том, что вот реально цены все время растут. Цены поднимаются, инфляция безумная, а зарплаты, если и поднимаются, то совсем не на уровень инфляции, и пенсии не на уровень инфляции. И все равно за него продолжают голосовать, и все равно там какая-то поддержка есть. И все равно, даже если поддержки не будет, ЦИК нарисует нужные ему цифры. Ему совершенно плевать на то, сколько еще бабушек помрет и дедушек от коронавируса, не попав в больницы, потому что должного количества больниц не построено, должного количества врачей не обучено и не отправлено в эти самые больницы. Ему важнее в войну играть, ему важнее доказывать, что он типа вот прям генерал-император такой настоящий. И поэтому, собственно говоря, он там действительно может годами держать и всех этих кормить за счет бесконечно обкрадываемого населения. Поэтому я могу предположить, что какого-то такой вот немедленной эскалации конфликта не будет, тем более и его аппарат, и аппарат Байдена сказали о том, что теперь командам своим дали поручение более детально обсудить самые разные вопросы. Кроме того, Байден еще и припугнул санкциями, в том числе теми санкциями, которые явно не понравятся Путину, например, отключением, вернее, не пуском в эксплуатацию Северного потока-2 и отключением Свифта. И еще есть такой, это такой, значит, кнут, а есть еще пряник. В России фактически прекратили работать несколько месяцев назад американские диппредставительства, а Путин окружен персонажами, у которых там любовницы, дети, недвижимость, то в Майами, то в Нью-Йорке, то где-нибудь в Калифорнии. Они наверняка ходят к нему и говорят, попроси, пусть нам визы дадут, попроси, пусть возобновят хоть для нас выдачу этих самых виз. И Путин попросил, он Байдену сказал, что давайте вернемся к нормальной работе дипломатических представительств. И Байден вроде бы как не сказал ни да, ни нет, и вот сейчас этот вопрос будет рассматриваться. То есть мы можем прям вот отследить. Если в какой-то момент будут со стороны Соединенных Штатов Америки движения в сторону
там возвращение части каких-то российских дипломатов в Вашингтон или отправки как раз уже американских дипломатов куда-нибудь в Москву или в Петербург, это значит, что все-таки стороны на чем-то договорились, где-то Путин понял, что сейчас он соваться не будет. Но, тем не менее, бдительности терять нельзя, ни в коем случае нельзя расслабляться, и мы все должны понимать, что рядом с нами живет абсолютно безумная страна, возглавляемая абсолютно безумным человеком, который бредит войной, который бредит завоеваниями и который, ну, как мне кажется, не до конца себе дает вообще отчет, в каком мире он живет. Теперь давайте разберем, собственно говоря, на фоне чего Байден говорил с Путиным о происходящем в мире и в Украине в первую очередь. В самой Америке, в общем-то, тоже не все гладко. В самой Америке не все прям так, чтобы было хорошо. Я сейчас имею в виду, в первую очередь, конечно, политическую жизнь Америки. Продолжает лихорадить Соединенные Штаты. Дональд Трамп и его окружение всячески подчеркивают, что выборы 2020 года были украдены, что вмешались какие-то там, значит, заговорщики, вот этот Deep State, глубинное государство, какие-то старые элиты, которые были против него, и эти старые элиты взяли и украли у него победу, украли победу вот у новой, как он себя считает, главой, лицом этой новой генерации американских политиков, украли для того, чтобы отдать старым, плохим, которые не понимают, как управлять, которые не любят Америку так, как любит Трамп. Вот эта вот история никуда не делась, она продолжает жить, она продолжает прямо-таки процветать. Вот недавнее, кстати, подтверждение этому – это ситуация в штате Юта. Там в одном из округов вдруг местные жители пожаловались властям штата, что ходят вечерами какие-то люди с блокнотами, стучатся, звонят в двери жилых домов и спрашивают, как вы голосовали на президентских выборах, а не замечали ли вы на участках чего-нибудь необычного, а не считаете ли вы, что ваш голос украден? И у этих людей не было никаких там удостоверений, никаких бумаг, свидетельствующих, например, о том, что они работают где-нибудь в службах социологического мониторинга или что они какие-то журналисты. Нет, это все вот эти самые персонажи, которые продолжают заниматься, ну, фактически подрывом американской демократии, которые продолжают сеять такие зерна сомнения в американском народе о том, что выборы честные, о том, что вмешаться в выборы настолько, что изменить ход национального голосования невозможно. Это вот один из таких шагов, вот он такой маленький, потому что, ну, не знаю, сколько там, может быть, несколько сотен человек были охвачены вот этим вот, ну, наверное, фейковым опросом, потому что он же проводился вовсе не для того, чтобы узнать, что там действительно люди думают о выборах. Он проводился для того, чтобы вот посеять забросить этого самого червячка сомнения. И тем не менее, здесь походили по нескольким десяткам домов, в другом месте походили по нескольким десяткам домов. Какой-нибудь YouTube-блогер или подкастер выпустил какой-нибудь выпуск своей программы, в которой рассказывают, что все совсем не так, есть какой-то страшный заговор, и Трамп прекрасный человек, у которого несправедливо отняли победу. Дошло до того, что достаточно популярный и такой въедливый журнал «Атлантик» на этой неделе выпустил большой обстоятельный текст, который называется, сейчас я вам скажу, как он называется, который называется «Как Дональд...» Он называется «Следующий заговор Трампа» или «Следующий переворот Трампа» уже начался. И вот как раз все эти истории с продолжающимися рассказами Трампа о том, что у него победа украдена, все эти истории с людьми, которые ходят и опрашивают избирателей, как они голосовали и не видели ли они каких-то там нарушений, это все, как пишет журнал «Атлантик», это, собственно, является вот тем самым начатым заговором и Трампа, и тех людей, которые поддерживают его на местах. А это, кстати, не просто какие-нибудь фрики, которые там на Ютубе записывают глупые видеообращения, а это очень часто, например, губернаторы каких-нибудь штатов или представители законодательных органов, как в отдельных штатах, так и всех Соединенных Штатов Америки в целом. И
Авторы этого текста, он 6 декабря вышел, совсем недавно, авторы этого текста указывают на то, что вот, собственно говоря, к 2024 году все эти люди, к 2024 году должны пройти следующие выборы, все эти люди, все эти политики, все эти медиа могут настолько посеять недоверие к самой модели американской демократии, что люди могут действительно не принять всерьез итоги голосования и отдать победу не тому, кто победил, не тому, кто реально собрал большинство голосов и кто реально стал победителем этих самых выборов, а тому, кто выведет более шумных, более наглых, более каких-нибудь развязанных людей на улице для того, чтобы заявить о том, что мы победили, отдавайте нам победу, давайте нам срочно, скорее, мы вот смотрите, вот люди, раз вышли на улицы рассказывать, что победа наша, значит, вот отдайте нам, иначе будет еще больше таких людей. Я замечу, что такие репетиции, уже идут такие репетиции время от времени такого рода, значит, вещей. Вот совсем недавно в Вашингтоне прошел марш такой фашистской, такой околороссийской, околонацистской организации, которая называется «Патриотический фронт». Они прошли в самом центре Вашингтона с американскими флагами, с какими-то щитами, с какими-то наколенниками. Прошли рядом с мемориалом Линкольна. Линкольн – это тот человек, который, во многом является отцом Соединенных современных Штатов. Почему? Потому что все-таки именно при нем, во-первых, было отменено рабство. Это Линкольн ввел в действие поправку Конституции, которая отменяла рабство. Ну и кроме того, Линкольн является создателем республиканской партии. И с него, собственно говоря, началась вот эта вот самая политическая система Соединенных Штатов Америки, в которой доминируют две большие партии. С одной стороны республиканская, с другой демократическая. Вот эти вот люди с флагами, с закрытыми лицами, с какими-то щитами а-ля там Капитан Америка, персонаж комиксов, ходили по центру Вашингтона. Причем ходили под лозунгами, выкрикивали лозунги и носили транспаранты, на которых помимо вот такого знаменитого уже трамповского изречения «остановите воровство», а он имел в виду, что у него воруют голоса, эти голоса у него якобы воруют какие-то, собственно говоря, мошенники, которые внедрены в избирательную систему, которые внедрены куда-то в эти комитеты избирателей и так далее. Так вот помимо вот этих лозунгов, они там носили еще и другие лозунги, они носили транспаранты, на которых, например, было написано, что они собираются вернуть Америку себе. Кому себе, можно понять, если залезть, если порыться в интернете и залезть, найти на один из сайтов с ними аффилированных и найти манифест вот этого самого Патриотического фронта. Как я уже говорил, они околороссийские, а скорее они даже российские совершенно, потому что они говорят, что настоящим американцем может считаться только потомок тех людей, которые когда-то прибыли в новый свет для того, чтобы построить новое общество. Например, они отказывают американцам африканского происхождения в праве быть настоящими американцами. И в их манифесте говорится, что афроамериканцы – это просто африканцы, которые прибывают в Америке, что афроамериканцам чужды настоящие американские ценности, те принципы, на которых строятся Соединенные Штаты Америки. Им плевать, в принципе, на США, и кроме афроамериканцев указаны еще другие группы, которые типа не разделяют наши ценности. Понятно, что, собственно, под другими группами имеется в виду там не белое или не протестантское население Соединенных Штатов Америки, то есть все, начиная там от американцев азиатского происхождения и заканчивая, например, американцами-католиками. Они тоже с точки зрения вот этого самого патриотического фронта являются врагами Соединенных Штатов Америки. Таких групп на самом деле достаточно много. Эти группы достаточно воинственны. И, например, они засветились в ходе штурма Капитолия в январе этого года. И самыми яркими из этих персонажей, самыми яркими из такого рода людей, вернее, организаций, были две организации.
многие из активистов которых сейчас находятся под следствием или активистам которых уже вынесли приговоры за участие в этом самом штурме Капитолия 6 января. Эти две группы – это так называемые трехпроцентники и хранители клятвы. И вот вокруг них уже кучкуются все остальные группки поменьше. Вокруг них кучкуются вот эти ребята вроде Патриотического фронта, вокруг них кучкуются какие-то группы, схожие по идеологии с Ку-клукс-кланом или схожие по идеологии с национал-социалистами времен Третьего рейха. Но вот эти ребята вот возвышаются. Такие вот они, такие как лампочки, такие ультраправые, пророссийские организации, на вот этот вот самый неприятный свет которых слетаются все остальные неприятные ребята. Давайте посмотрим сюжет об этих трехпроцентниках и хранителях клятвы и пойдем дальше. Трехпроцентники или движение 3%. Объединение граждан США, провозгласивших себя защитниками американской конституции от возможной тирании федерального правительства. Название движения отсылает к борьбе североамериканских колоний за независимость. Согласно широко распространенному представлению, вооруженную борьбу против Британской империи в XVIII веке вели всего 3% населения восставших колоний. Появилось движение трехпроцентников вскоре после избрания в 2008 году Барака Обамы президентом США. Основатели движения были испуганы предвыборными обещаниями Обамы ужесточить контроль за оборотом оружия. В этом обещанном ужесточении они увидели покушение на свои конституционные права и, в первую очередь, на гарантированное основным законом право на владение оружием. Буквальная трактовка Конституции США, которой придерживаются и трехпроцентники, разрешает гражданам свободно покупать оружие и владеть им для того, чтобы выступить против власти, если та вдруг окажется тиранической. Это буквальное понимание основного закона заставляет трехпроцентников и другие похожие организации считать, что ужесточение правил владения оружием – лишь первый шаг к установлению диктатуры. В их представлении государство намеревается сначала отобрать у людей оружие, а затем превратить США в государство, управляемое группой узурпаторов. При этом у граждан отнимут право влиять на принятие этой группой политических решений. Движение активно готовится к возможному противостоянию с властями, постоянно расширяя свое присутствие в армии, полиции и спецслужбах, многие сотрудники которых не скрывают своих симпатий по отношению к тем, кто позиционирует себя как истинных патриотов. Трехпроцентники регулярно проводят учения по военному делу и выживанию в условиях дикой природы. Кроме того, известно по крайней мере об одном бункере, который представители движения строят в штате Айдахо на случай глобальной катастрофы. Предполагается, что в этом гигантском подземном строении около 7 тысяч трехпроцентников смогут в течение нескольких недель укрываться от ядерной, химической или биологической угрозы. Угрозы, которую сами же могут и спровоцировать. Так, еще в 2011 году несколько участников движения 3% были арестованы в штате Джорджия по обвинению в подготовке теракта с применением биологического оружия. Согласно данным следствия, эти защитники Конституции собирались с самолета распылить яд над несколькими американскими городами. Руководство движения открестилось от причастности к этим планам и настаивает на том, что трехпроцентники никогда не начнут действовать первыми, а лишь готовят ответ на возможное попрание конституционных норм. Правозащитники отмечают, что несмотря на отсутствие в уставных документах движения каких-либо расистских догм, движение можно рассматривать как часть американского националистического фронта. Трехпроцентники уверяют, что любые обвинения в расизме беспочвенны, а движение открыто для американцев любого происхождения, искренне любящих свою родину и ее законы. Подобным образом описывает условия вступления в свои ряды и еще одна организация, объявившая себя защитником демократических ценностей – «Хранители клятвы». Основанная в конце 2000-х бывшими военнослужащими, эта организация принимает в свои ряды только ветеранов или действительных служащих армии, флота, военно-воздушных сил, спецслужб, а также пожарных и врачей, то есть людей, дававших клятву защищать интересы государства и народа. Идеологи организации указывают на то, что клятва дана именно народу, а не властям США.
и исполнение любых приказов начальства, вступающих в противоречие с Конституцией, является нарушением этой клятвы. Величайшей угрозой для нас является не терроризм, а федеральное правительство, гласит один из документов хранителей клятвы. Основная же доктрина хранителей клятвы прописана в документе, озаглавленном «10 приказов, которым мы не подчинимся». Среди этих приказов, в частности, указаны распоряжение об отправке американских граждан в концентрационные лагеря, приказы об изъятии у американцев оружия и оказание помощи иностранному военному контингенту на территории США. По данным хранителей клятвы, в движении состоит около 40 тысяч активных участников. Еще несколько десятков тысяч американских граждан, не имеющих отношения к армии или полиции, а потому не имеющих права на полноценное членство, числятся сторонниками движения. Они подчиняются руководству организации и проходят военную подготовку по программе хранителей, но не имеют права занимать руководящие посты в движении. Руководство хранителей клятвы уверяет, что хранителем может стать любой американец, давший официальную клятву при поступлении на военную, медицинскую или пожарную службу, с одним лишь исключением. Доступ в движение закрыт для всех действительных или бывших членов российских группировок или организаций. Однако критики хранителей указывают на то, что участники движения в большинстве своем американцы европейского происхождения, не скрывающие своей принадлежности к христианской церкви. Тут важно еще сделать небольшое уточнение, вернее, даже два уточнения. Вот эти трехпроцентники, о которых я говорил, о которых говорится в сюжете, они, например, в Канаде этим летом были официально признаны террористической организацией, и произошло это как раз после того, как всплыли доказательства того, что они принимали очень активное участие в штурме американского Капитолия. Канадцы не захотели у себя такую организацию, там тоже она пыталась появиться, а там тоже появлялись какие-то такие местные ополчения, милиции, которые говорили о том, что мы будем защищать демократию. Канадцы достаточно быстро сообразили, с кем они имеют дело, объявили их террористами, запретили, и теперь за членство в такого рода компании можно, в общем, здорово огрести от властей Канады. Это первый момент, который стоило уточнить. Второй момент. Вот те люди, которых власти, в общем-то, вполне демократичной Канады считают террористами, они с точки зрения бывшего президента США Дональда Трампа приличные вполне ребята. Он много раз об этом говорил. Он, например, отказался выступать с осуждением людей, которые в Южных Штатах нападали на акции антифашистов и даже убили одну из антифашисток после того, как наехали, собственно, один из этих активистов наехал автомобилем. И Трамп тогда высказался в стиле того, что обе стороны, наверное, виноваты, не нужно было лезть на рожон. В каком-то таком образе он высказался, каким-то таким вот, собственно говоря, странным образом пытался оправдать. И никогда он однозначно не высказывался с таким осуждением в адрес расистов, с осуждением в адрес тех людей, которые распространяют человеконенавистнические какие-то идеи, с осуждением тех людей, которые грозят с оружием в руках, отобрать власть у тех, кого они считают недостойными эту власть держать. Это вот, в общем, мы действительно сейчас должны понимать, что таких людей в Америке очень много. Вот даже в сюжете речь идет о тысячах, а возможно даже о десятках тысяч людей. Возможно, их куда больше, потому что очень активны вот эти вот персонажи, которые продолжают разобщать американское общество, продолжают внедрять мысль, что есть какая-то враждебная настоящим американским ценностям какая-то структура или какие-то множественные структуры, которые подтасовывают выборы, которые крадут, деньги, голоса и все что угодно ради каких-то там странных мировых элит, ради каких-то сект, а уже до этого дела доходит. Даже до рептилоидов там речь дошла, там уже обвиняют в том, что действительно какие-то инопланетяне в Америке власть захватили. Есть и люди, которые тоже в это верят. И это все движется как раз в сторону того, что рано или поздно все эти персонажи выйдут и потребуют отдать власть. Если не Трампу, то какому-нибудь другому похожему на него персонажу, который объявит себя настоящим патриотом, защитником нации, защитником настоящей Америки. И вот, собственно, ни к чему хорошему это не приведет. Очень надеюсь, что американская демократия и американское государство выстоят. Собственно говоря, и не то они уже переживали, и не такое переживали, и
и гражданскую войну, затеянную расистами и сторонниками идеи, что один человек может владеть другим человеком как собственностью, как шкафом каким-то. Америка пережила Трампа, пережила самые тяжелые времена. Я надеюсь, что запас прочности у американской демократии достаточно высок, и она выстоит и в этой схватке с трампистами, в этой схватке с расистами, с какими-то ультраправыми, ну, действительно, вот не побоюсь этого слова, отморозками. Тем более, я говорю, да, Америка переживала и не такое. И вот на этой неделе, 7 декабря, был юбилей одного из таких особенных для Америки не таких событий. Не такое событие, мне кажется, не очень подходящая, значит, здесь игра слов, но, тем не менее, я уже в нее влез, поэтому буду продолжать. Это атака на Перл-Харбор. Ровно 80 лет назад, в декабре 1941 года, японцы совершенно неожиданно, вероломно, коварно, без объявления войны напали на базу Тихоокеанского флота США, которая базировалась в гавайском порту Перл-Харбор. Американцы за несколько лет до этого перевели туда не весь, а основной свой Тихоокеанский флот. Он до этого базировался в Калифорнии. Но вот в конце 30-х годов американцы, начиная такую потихонечку экспансию в Тихоокеанский регион, перевели туда, на Гавайи, основу своего флота. И считалось таким образом, что этот Гавайи, Перл-Харбор достаточно удалены от возможных военных противников США, а Япония уже тогда рассматривалась возможным военным противником. И, собственно, тысячи километров отделяют Гавайи от Японии, и можно не сильно там бояться за сохранность этого флота, можно не сильно заморачиваться с системами защиты, системами раннего обнаружения, например, подлетающих самолетов и подплывающих кораблей. И считалось, что сама удаленность Гавайских островов достаточная гарантия того, что ничего неожиданного с американцами не произойдет. Но эта самоуверенность подвела американское политическое и военно-политическое руководство. Это, кстати, вот на этой неделе съемка уже. До этого были кадры, сделанные тогда, или драматизация тех событий декабря 1941 года. А это вот мемориальная служба, мемориальные какие-то мероприятия уже вот из современных дней, из 80-й годовщины нападения на Перл-Харбор. Но японцы, конечно, смогли обхитрить американцев. Американцы несколько просчитались. А японский адмирал Ямамото, командующий японским флотом того времени, несколько месяцев разрабатывал операцию по вторжению на Перл-Харбор, по уничтожению американского флота. Предполагалось, руководство, командование японского императорского флота всерьез считало, что сможет вывести Америку из игры, что сможет уничтожить основу американского Тихоокеанского флота, и после этого сможет беспрепятственно продолжать свою экспансию, которая начата была Японской империей в Азии еще в 1931 году. В 1931 году была захвачена Маньчжурия, в 1937 году началось наступление на остальной Китай, в 1937 году как раз, кстати, была знаменитая Нанкинская резня, и в Китае, и китайцы до сих пор недоумевают, а почему-то в Европе считают, что Вторая мировая война началась в 1939-м, когда для нас она началась вон еще в 1937-м. Но просчитался адмирал Ямамото, просчитались его советники, его офицеры. Дело в том, что, да, действительно, очень сильно потрепали американский флот. Около 2500 человек погибло, 300 самолетов было уничтожено, несколько кораблей, которые стояли в порту в гавайском Перл-Харборе, либо затонули, либо очень серьезно пострадали от бомбардировок или последовавших за бомбардировками пожаров. Но основу американского Тихоокеанского флота США удалось сохранить. 3 американских авианосца, 3 главных авианесущих крейсера, которые сыграли очень важную роль в итоге в разгроме Японии и в победе над Японией во Второй мировой войне, в то время в принципе отсутствовали в Перл-Харборе. Их там не было. И
другие корабли, которые находились на других базах, очень быстро были переброшены туда, на Тихоокеанский фронт военных действий. И японцы в итоге-то потерпели поражение, плюс ко всему еще на них были сброшены 2 атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вот к чему привел, кстати, просчет. Почему, собственно говоря, нужно было японцам нападать? Почему они решили, что нужно с американцами расквитаться? Дело в том, что американцам очень не нравилось то, как вели себя японцы в Азии. Американцы не очень считались вот с теми желаниями Японии стать ведущей державой, стать одной из ведущих мировых держав. Несмотря на то, что Япония и США вместе были союзниками в Первой мировой войне, американцы считали, что ну союзник и союзник, ну хватит с них, не нужно им никаких завоеваний. И поэтому ввели кучу всяких ограничений, эмбарго, и явно, как считали в Японии, готовились к войне против Японской империи. И вот нападением на Перл-Харбор японцы хотели упредить и хотели уничтожить американскую военную мощь до того, как эта военная мощь была бы использована против них. Напомню еще раз, почему мы сейчас вспомнили об этом. На этой неделе, 7 декабря, была 80-я годовщина нападения на Перл-Харбор. Это один из поворотных моментов в истории. Это один из тех моментов, который в конце концов создал тот мир, в котором все мы сейчас и живем. Что ж, это был Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский, прощаюсь с вами. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего.